На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Историк, поэт, патриот. 40 дней со дня трагической гибели Станислава Лакоба. Место, где знания применяют на практике. Образовательный центр «Стамлаб» открыл свой филиал в новом районе Сухума. Где каждый камень говорит об истории. На прошедшем в Сухумской крепости фестивале кузнецов-оружейника в Абхазии ХНАП особое место заняла научная программа. Кандидаты в депутаты Сухумского городского собрания 9-го округа Саид Чагава и Варлам Джоппо были сегодня в дневном эфире База ТВ. На нашем канале продолжился проект «Теледебаты» с кандидатами собрания города Сухум в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Отметим, подобный проект проводится впервые в истории выборов в органы местного самоуправления. Ведущая сегодняшних теледебатов, моя коллега Надежда Боровикова. Повтор прямого эфира теледебатов в записи вы можете увидеть в эфире База ТВ после выпуска новостей, а также следующим утром в 8:30. В четверг, 30 октября, в прямом эфире Марьяна Котова. 30 октября в этой студии она встретится с единственным кандидатом, который баллотируется по 19-му округу. Это новый район массив Гумиста. Зовут его Кутарба Роман Славикович. Не упускайте возможность узнать немного больше о своих кандидатах в эфире канала База ТВ, чтобы 8 ноября сделать правильный выбор. Официальная хроника. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами страны Бадра Гунба принял участие во встрече ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из легендарного батальона «Горец». Традиционная встреча однополчан, которая обычно проходит накануне Дня Победы, в этом году состоялась немного позже. Глава государства поздравил защитников Родины с Днем Победы и выразил глубокую благодарность за их подвиг, сообщает пресс-служба президента. Каждый из вас не раз смотрел смерти в лицо, испытывал неимоверные трудности, но, проявив чудеса мужества и героизма, вы спасли наш народ и наше государство, подчеркнул Бадра Гунба. Президент отметил, что подвиг ветеранов служит для подрастающего поколения примером искреннего служения Отечеству. Командир батальона «Горец», герой Абхазии Вианор Ашба, а также другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. В завершении встречи участникам были вручены медали Министерства обороны республики. Олег Барцыц отбыл с рабочим визитом в Москву. Министр иностранных дел Абхазии проведет встречи с представителями органов государственной власти России, сообщает пресс-служба МИД. Государственная комиссия по монументальному искусству напоминает о проведении международного открытого конкурса на лучший проект скульптурного изображения второго президента Абхазии Сергея Багапш в городе Очимчира. 4 августа 2025 Государственная комиссия по монументальному искусству единогласно приняла решение объявить повторный международный открытый конкурс на лучший проект скульптурного изображения второго президента Абхазии Сергея Багапш в Очимчире перед зданием администрации района. Сроки проведения конкурса 15 августа 2025, 2 февраля 2026 года. На основании указанного решения Министерство культуры Абхазии 11 августа 2025 объявила открытый международный конкурс, положение о проведении которого размещено на официальном сайте Министерства культуры. Сегодня 40 дней с момента трагической гибели государственного и политического деятеля Абхазии, историка Станислава Лакоба. Накануне благотворительный фонд «Асарки» провел в Сухуме лекцию писательницы Надежды Венедиктовой, которая говорила о Станиславе Лакоба, с которым дружила с детства. Слушатели перенеслись в солнечный Синоп в момент расцвета СФТИ, побывали на раскопках на Кадоре, погрузились в поэзию и прозу Станислава Засимовича, забежали в гости к Варваре Бубновой, а затем очутились в бурлящих водах национально-освободительного движения Абхазии перед самой войной. Потом начинается то, что мы сейчас называем университетом, историко-филологический факультет. И вот тут он встречается с Варварой Бубновой. Оцените ситуацию. Ей в это время уже где-то 83-85. Она родилась в 1886 году. Она жила до революции, там была авангардисткой
уехала в Японию, прожила там полвека, стала там очень известным человеком, педагогом и так далее. Потом приехала в Сухум на старости лет. И вот к ней приходит студент. И у них мгновенно образуется дружба. Это вообще удивительный тоже феномен. То есть, студентов много, правда, много молодых людей, вокруг нее велись и молодые художники, она активно делилась своим художественным опытом. Но дружба у нее возникла только со Станиславом. То есть, понимаете, его интерес к жизни, его чувствительность, его восприимчивость, и тут сработало прекрасно. И он тогда же, чуть-чуть попозже, пишет статью «Ночи, глаза дождя», которая была опубликована в литературной Грузии, где он передал вот эту, так сказать, всю атмосферу их знакомства и то очарование Востока, которое она ему привела. То есть появился Восток. То есть вы понимаете, как последовательно один пласт за другим формирует его личность. Вот откуда там многогранность, тот интерес к жизни, подтвержденный вот этими встречами. Ну, представьте себе, бабка, которой 85 лет, вдруг начинает дружить со студентом, которому всего 20 с небольшим. Это вообще очень редкая вещь. Это только говорит о том, что и она очень чувствительный, до сих пор интересующийся жизнью человек, и он понимает, с кем он имеет дело и как много она может ему дать. Кстати, ее последняя работа – это его незаконченный портрет, и еще нос зеленый. Поэт, историк, политик и просто патриот Апсны. В нашем вечернем эфире смотрите материалы памяти Станислава Лакоба. К другим темам. Амар Хагба назначен прокурором Гагарского района. Приказ подписал генеральный прокурор республики Адгур Агарба. Комитет парламента по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрел законопроекты в области туризма и регулирования цен. На заседании обсудили два законопроекта, касающиеся туризма и государственного регулирования цен, о внесении изменений в закон о туристской деятельности в Абхазии и о внесении изменений в закон о государственном регулировании цен. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости продолжить работу над законопроектами, привлекая более широкий круг специалистов. В рамках повестки дня обсуждались поправки к проекту закона о развитии малого и среднего предпринимательства, принятому в первом чтении. Российские специалисты проводят консультации для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках международной волонтерской программы «Миссия Добро». Организация консультаций рассчитана на детей с различными патологиями, включая ДЦП и аутизм. По завершении программы некоторые дети смогут пройти бесплатную реабилитацию. Абхазские специалисты практику в реабилитационном центре в Пятигорске. Консультации уже были проведены в Сухуме, Тхварчале и Гале. Миссия «Добро» отправилась в Гагарский район. Абхазский государственный университет и Общероссийская молодежная общественная организация Ассоциация студенческих спортивных клубов России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации студенческого спорта. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, церемония подписания состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. Сотрудничество направлено на развитие студенческого спортивного клуба на базе АГУ и организацию совместных физкультурных и спортивных мероприятий в России и Абхазии. Основная цель – популяризация спорта и вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой. Проекты конкурса «Гостеприимная Абхазия» представили студентам АГУ. На мероприятии выступила Ольга Пегова, заместитель директора Кавказского государственного природно-биосферного заповедника имени Шапошникова. Тему продолжит Алиса Адлейба. Авторы проектов «Гостеприимная Абхазия» вместе с экспертами рассказали студентам, как создавать такой продукт, какую поддержку они могут получить в рамках конкурса и как разработать правильную бизнес-модель в сфере туризма. Координатор конкурса Максим Гунба также подчеркнул, что при помощи российских экспертов будет проведена небольшая проектная работа. Они научат присутствующих участников, как правильно заполнять конкурсную заявку и преподносить основы проектной идеи. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено
конкурсу «Гостеприимная Абхазия», который был инициирован еще в августе месяце президенту Республики Абхазия Бадру Зурабовичу Гунбу и Сергею Владимировичу Кириенко. Конкурс «Гостеприимная Абхазия» – это новая уникальная возможность, при которой создаются новые туристические продукты разной направленности. Основа этого конкурса заключается в том, что здесь у нас участники смогут приобретать фундаментальное знание различных аспектов, различных направлений, а конкурс охватывает именно 21 направление. И при этом здесь будет реализация тех самых интересных, перспективных и привлекательных конкурсных идей. То есть люди, имеющие проект, смело подаются и, соответственно, затем поддерживаем их в реализации и помогаем правильно начать разрабатывать свои собственные проекты и продавать правильную бизнес-модель. У нас здесь будут собраны студенты профильного направления. В свою очередь они являются будущими кадрами, которые и будут развивать туристический рынок Республики Абхазия. Здесь у нас также будут представители, которые уже подались в конкурс «Гостеприимная Абхазия», но находятся на стадии проработки своих проектных идей, проектных инициатив. И сегодня совместными усилиями мы сделаем таким образом, чтобы первые шаги для реализации успешных проектов начинались именно с Абхазского государственного университета. Конкурс «Гостеприимная Абхазия» – это в первую очередь образовательная система, которая дает знания. Достаточно символично, что первые знания и идеи зарождаются именно в Абхазском государственном университете. Сегодня присутствуют авторы, координаторы проектов, запускаемого командой Абхазии, конкурсом «Гостеприимной Абхазии», кластера восточной части Абхазии «Маршруты здоровья». Этот кластер объединяет 5-6 сел Восточной Абхазии. Это Моква, это Челоу, это Баслаху, это Отап, Расадзех и так далее. Ребята пишут на эту тему проекты, мы им помогаем в этом. И наш эксперт сегодня будет как раз проводить эту работу по проектированию с ребятами-заявителями в этот конкурс. Приглашенным экспертом на встрече со студентами выступает заместитель директора Кавказского государственного природно-биосферного заповедника Ольга Пегова. На самом деле у вас такая страна, в которой природа – это не просто какой-то важный элемент, да, но я бы сказала, что это главный элемент Абхазии. Я сама очень люблю сюда приезжать и вижу ту разницу, даже вот вы переезжаете границу из Сочи, вы понимаете, что в Абхазии природы больше, она живее, как бы здоровее. В дальнейшем «Гостеприимная Абхазия» планирует проработку по всем факультетам университета. В тех случаях, если у студентов есть инициативные проекты, чтобы они понимали, как их реализовать, даже если эти идеи выходят за рамки конкурса. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Образовательный центр STEM Lab открыл свой филиал в новом районе Сухума. Прямо на пятачке на втором этаже магазина «Светлана» располагается класс дополнительного образования для школьников, студентов и взрослых. Бумажная инженерия, программирование, логика, ландшафтный дизайн, компьютерная грамотность, разговор на английский и многие другие курсы доступны теперь и для жителей нового района. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Не получается собрать, сейчас мы с тобой вместе соберем. Можно? Можно. Хорошо. Здравствуйте всем, меня зовут Яна, я являюсь преподавателем таких курсов, как инженеры-изобретатели и бумажная инженерия. На этих курсах мы учимся работать с настоящим инструментом, такие как отвертка, пассатижи, гаечный ключ. Вот. А на курсе бумажная инженерия мы создаем книги в стиле поп-ап, где оживают самые яркие фантазии наших детей. Могу, в принципе, показать несколько вариантов. Вот, допустим, такую книгу делал ребенок. Это путешествие кругосветное, очень интересное, яркое. Вот, казалось бы, такая плоская обычная книжка, из нее вырастают такие интересные иллюстрации. Вот, все двигается, все ярко, интересно и познавательно. Помимо того, что они создают такие книги, про каждую страну узнают еще что-то новенькое и интересное. Яна Киркова – преподаватель по бумажной инженерии. Она учит детей обращаться с бумагой и ножницами, чертить, управляться с такими инструментами, как отвертка, мастерить. Курсы рассчитаны на учеников младшей школы.
которые дети уже могут и в первом, и во втором классе, да, работать такими инструментами, как ножницы, понимать, что такое отрезать, как начертить и прочее. Да. Здесь все индивидуально, но рассчитано в основном на 1-е и 4-е классы. Длительность курсов 3 месяца, 24 занятия по 1 часу. Для тех, кто постарше, есть курс 3D-моделирования. Дети могут сами создать трехмерную модель чего угодно и произвести ее на свет с помощью принтера. Здесь я буду вести курс по 3D-моделированию, на котором дети будут изучать основы моделинга, и который можно применить в дальнейшем в анимации, либо в 3D-печати. Здесь мы можем наблюдать с вами пример 3D-принтера, который в данный момент печатает модель, которую мы сделали в программе Blender, которую мы изучаем на нашем курсе. И, в принципе, ребенок после того, как пройдет курс, сможет создать подобную модель и при небольшой подготовке сможет использовать подобные принтеры. Также в STEM Lab старшеклассники могут выучить язык программирования и начать писать свои собственные программы. Есть такой рейтинг TOBE, который рассказывает нам о том, какие языки становятся самыми популярными, какие языки являются самыми простыми и так далее. И на сегодняшний день Python как раз-таки, Python занимает самое первое место по индексу TOBE. Он самый доступный, он бесплатный, его можно скачать в любое время, в любом месте, установить себе на компьютер и начать разрабатывать все, что угодно. Хотите сайт? У вас будет сайт. Хотите сделать какое-то мобильное приложение? Тоже можно. Хотите сделать какую-то банковскую программу? Тоже можно, в любой момент. Как говорит преподаватель-программист, не обязательно знать всю математику на отлично. Элементарных знаний хватит для того, чтобы научиться программированию и уже со школьной скамьи начать зарабатывать на этом. Я учу детей, студентов именно тому, что им нужно для того, чтобы просто влиться. Какие есть базовые конструкции в языке, как правильно писать код, из чего он вообще состоит, что такое алгоритм и так далее. С каждым разом в целом один модуль, это у меня плюс-минус 3-4 недели. То есть в зависимости от ситуации. Также в новорайонском классе STEM Lab будут обучать разговорному английскому. Калли Синг разработал собственную систему обучения языку, где в основе развитие навыков говорения и понимания речи на слух. Есть определенная математическая формула, которая помогает в изучении языка, и она это все связано с наукой. Сейчас он вам расскажет. Кайли говорит о том, что он любит науку, и он считает, что лучший способ научиться изучать что-то новое через науку. По словам директора STEM Lab Алмазхана Мархоля, решение открыть класс в новом районе было продиктовано необходимостью охватить еще большее число детей и подростков. Не всем удобно добираться до основного офиса IT-школы. Теперь курсы STEM Lab доступны и жителям микрорайона. Существенная часть населения нашего города проживает на новом районе. И, конечно же, ввиду, так скажем, транспортной сложности, не всем удавалось добираться до нас. Я надеюсь, что открытие этого класса, этого филиала позволит детям, школьникам получить образование дополнительное в шаговой доступности. Выпускники IT-школы STEM Lab могут применять знания на практике сразу по окончании курсов и даже зарабатывать на них. Сама школа заинтересована в том, чтобы все знания имели прикладной характер или помогали детям развивать их навыки, способности и таланты. Марианна Котова, Абаза ТВ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о присвоении Зарине Кануковой почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия». Высокая награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры, сохранение и популяризацию абхазо-адыгского наследия, а также за укрепление творческих связей между народами. Зарина Канукова – известный деятель искусства, чье творчество объединяет поколения и культуры Кавказа. На прошедшем в Сухумской крепости 24 и 25 октября фестивале Кузнецова-Оружейника в Абхазии ХНАП особое место заняла научная программа. Археолог Дмитрий Авицба представил лекцию о древнем оружии и военном искусстве абхазов. Он рассказал, как на протяжении веков формировалась воинская культура и почему кузнечное ремесло стало неотъемлемой частью национальной истории. Подробнее о лекции рассказывает Заур Кварчи. Абхазия – земля, где каждый камень хранит следы битвы.
Здесь между морем и горами веками сходились армии и судьбы империи. В рамках научной программы фестиваля кузнецов и оружейников в Абхазии, прошедшего в стенах Сухумской крепости, археолог Дмитрий Авицба рассказал о том, как рождалось военное искусство абхазов, от первых племен Колхиды до воинов Абхазского царства. Его лекция стала не просто рассказом об оружии, а размышлением о времени, памяти и преемственности. Как известно, исторически территория Абхазии всегда привлекала интересы больших и крупных империй. Здесь достаточно выгодно производить торговлю, так как есть побережье и выход на Северный Кавказ. В более поздние времена, например, во времена арабского нашествия, это было северным рубежом для того, чтобы выйти на равнины и Великую степь. То есть это, в принципе, всегда был стратегическим таким местом. И потому практически всегда Абхазия становилась ареной боевых действий тех или иных государств. Византия, Персия, арабские халифаты, Хазария и так далее, и так далее. Потому местное население так или иначе было вынуждено ввести очень военизированный образ жизни. Первые письменные сведения о местных жителях и их вооружении оставил Геродот, греческий историк V века до нашей эры. Он писал о колхах, народе, населявшем эти земли, отмечая, что мужчины носили с собой несколько дротиков и небольшие щиты, но почти не имели доспехов. Археологические находки подтверждают эти описания. В могильниках того времени обнаружены наконечники стрел, копья, топоры и даже элементы конской спруи. Например, в ходе исследований ряда могильников северо-восточной группы гениохов, такое племенное объединение на территории Абхазии было, были обнаружены как раз-таки именно вот такие комплексы вооружения, именно множество дротиков, копья, наконечники стрел, топоры, иногда мечи, довольно редко, и иногда сбруи для коней, что прям крайняя редкость. Также описывается, что они занимались морским грабежом. Это вот как раз классическая регулярная пехота. К IV веку до нашей эры влияние греческого мира уже прочно укоренилось на этих берегах. С ним приходят новые технологии, тяжелая броня и строй фаланги. Местные жители быстро перенимают эти традиции, адаптируя их под свои условия. К первым векам нашей эры на побережье формируются крупные племенные объединения – апсилы, апазги, саниги и мессимияне. Постоянные контакты с греками и римлянами делают местное оружие совершеннее, а воинов более опытными и профессиональными. Археологические находки показывают, что у абхазов уже тогда существовало сословие профессиональных воинов, людей, способных позволить себе дорогое вооружение и владеющих им в совершенстве. Вот к приходу римлян, соответственно, здесь уже была каста профессиональных воинов, которые были очень прям хорошо вооружены. Это можно проследить по ряду могильников. Есть могильник в Шапке, могильники апсилийские, эшерский могильник. Щит – это очень важный маркер. Щит означает, что вы сражаетесь в плотном пехотном строю. Это тоже очень важно, потому что если вы сражаетесь в плотном строю, для этого нужна определенная подготовка. Нельзя просто, вот если мы даже сейчас попытаемся сделать, у нас ничего не получится. Это определенные навыки, это определенная дисциплина, это определенное время, которое необходимо потратить на то, чтобы просто тренироваться. Вот. И, соответственно, исходя из этого, как раз-таки и формировалось будущее феодальное уже войско, когда мы приходим к периоду Абхазского царства. К IX веку во времена Абхазского царства появляются однолезвийные мечи, предшественники будущих шашек. Их принесли византийцы, а местные мастера быстро освоили новое оружие. Однако большинство клинков изготавливались здесь, в горах Абхазии, вручную по древним традициям, передаваемым из поколения в поколение. Кузнечное дело и вообще металлургия Абхазии имеет очень глубокие корни. Вот буквально с медно-бронзового века здесь прослеживается эта традиция, что на основе местного материала
изготавливаются те или иные предметы, не только бытовые, но и предметы вооружения, активно причем. Уже в третьем тысячелетии мы можем обнаружить в горной местности множество рудников, где добывалась порода для того, чтобы выплавлять те или иные предметы вооружения. На раннем этапе в основном это путем литья, то есть делалась форма, туда выплавлялась необходимая уже расплавленная руда, и, соответственно, на выходе уже получался какой-то предмет. Эти предметы, кстати, что интересно, даже наконечники копий, мы потом, вот их формы, они прослеживаются в более поздний период, в период Железного уже века, то есть мы можем видеть такую традицию продолжающуюся, то есть мастера сохраняли преемственность и передавали свой опыт далее и далее и далее. С приходом царской, а позднее советской власти и распространением заводского оружия ремесло постепенно угасало, но традиция не исчезла. Сегодняшние кузнецы Абхазии – прямые преемники древних мастеров. Ношение оружия считалось уже более противозаконным, а плюс заводское производство на территории царской России и завоз этого заводского вооружения на территорию Абхазии привел к тому, что начался упадок местного ремесла кузнечного постепенно. И вот эта традиция преемственности начала прерываться. В советское время в основном кузнецы чем были известны? Тем, что они занимались ремонтом, починкой сельскохозяйственных предметов в основном, или изготовлением тех же самых предметов. И сегодняшний день, вот это вот наша гильдия оружейников, это как раз таки своего рода ренессанс. Потому что это возрождение той самой традиции, когда кузнецы и ремесленники со всей Абхазии съезжаются для того, чтобы обмениваться опытом, который передавался им от предыдущих поколений, чтобы он не потерялся. И сегодня это возрождается. Буквально на плечах нескольких людей все это вытянулось и дошло до наших дней. На плечах энтузиастов фактически. Оружие древних абхазов – это не просто металл. Это история народа, вплавленная в клинок. И пока в кузнях звучит молот, история продолжает жить. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Двор на улице 30 сентября объявлен лучшим сухумским двориком 2025 года. Подведены итоги конкурса по благоустройству «Чистый двор», приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. По инициативе финалистов команды Абхазии при поддержке администрации Сухума состоялся конкурс на лучший благоустроенный двор многоэтажных домов, сообщает пресс-служба столичной администрации. Комиссия во главе с замглавы администрации Сухума Автандилом Сурманидзе оценивала санитарное состояние, благоустройство, озеленение, красочность и оригинальность оформления дворов. На конкурс было подано 15 заявок. Победители международного проекта «Территория успеха. Мультиклипация» показали свои работы на фестивале в Сухуме. В рамках мероприятия состоялась творческая встреча с известными аниматорами, в числе которых создатель таких блокбастеров, как «Маша и Медведь», «Белка и Стрелка», «Кощей», «Похититель невест» Сергей Антонов. Проект, учрежденный фондом АТР АЭС в 2019 году, поддерживает госкорпорация «Росатом» и другие партнеры. Он направлен на развитие творческих способностей юных мультипликаторов, проживающих в регионах присутствия предприятий «Росатом». В 2023 году проект вошел в программу «Территория культуры Росатома». В Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба 30 и 31 октября состоится премьера спектакля «Чайка» по знаменитой пьесе Чехова. Режиссер Мадина Аргун рассказала Абсномедиа, что пьеса была переведена на абхазский язык и подготовлена к постановке еще в 2021 году, но по объективным причинам премьера была отложена. В августе 2025 работу над спектаклем возобновили с обновленным актерским составом. Сегодня, мне кажется, что вместе с Чеховым, нашими актерами и мной нам есть что сказать. В данном случае, возможно, это не будет каким-то открытием, но однозначно это будет откровением, каким-то таким высказыванием. Урцзыги хаххи, ицхи, ипстхахи, рабскойлана, якхи. Спиры Наполеону, а захтанбе царбелки, а псы сахров. Шаргин, ичиш хаби фан сабсква, сабжиша хатзо. Ашар паза,
Ацмахи лабаша холтриана, а шанса югошцуш зымдыро ждуку. Немного о спорте. Абхазские спортсмены заняли призовые места в ходе международного турнира по стритлифтингу «Кубок Содружества» в Армавире. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации, Ирана, а также Республики Абхазия. Нашу республику представляли 8 спортсменов из Сухума, Гагры, Гудауты, а также 4 легионеров, которые выступали в различных номинациях и возрастных категориях. По итогам турнира команда сборной Республики Абхазия заняла 21 золотую и 4 серебряные медали. Марк Муслюмов и Алишер Хутаба выполнили нормативы мастеров спорта международного класса, Ратмир Кархалава и Снат Тарба – нормативы мастеров спорта, а Авицба Ленард – норматив кандидатов в мастера спорта. В командном зачете абхазские спортсмены заняли почетное 2-е место. Сейчас о погоде. В четверг, 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром слабый дождь, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 12 до 17 выше нуля. Температура морской воды 18 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. Оставайтесь вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.